Все идет. Пошла запись. Так. Сейчас люди будут подключаться, я в сети тоже репостну. Там горит красная. Да. Так. Сейчас тут. О, Господи, я же заходил сегодня. Так. Да, это я. Все, сейчас я зайду, посмотрю, как нас видно. Я тоже хочу посмотреть. А ты зайди в ссылку. По ссылке что у тебя показывает? Так. Трансляции. Так, ладно. Здесь он не показывает. Здесь он показывает. А, вот. Ну прям параллельно включили. Прям звук сильный. Так, ребята, напишите звук сильный, какой звук, чтобы я подкорректировал. Так, ребята, напишите звук сильный, какой звук, чтобы я... Задержка очень короткая. Да, с телефона меньше. Я не могу понять, почему мне не показывает мою трансляцию. Ты куда встаешь? Вот, все, увидел трансляцию. Задержка звука какая? Ну, насколько она сильно видна? Так, я не понял. Ну, если все в порядке, мы тогда начнем. Я смотрю. Так, я пытаюсь найти систему управления сейчас. Батрас, можешь пару слов сказать на микрофон про тестирование? Раз, два, 3, 4, 5. Качество звука какое, скажите, у Батраса? Ты только вот прям сюда говори. Сядь чуть-чуть прямо, чтобы было вот так, да. Так, ну, в принципе, мы готовы уже начать, да? Сейчас трансляция. Меня слышно, да? Сейчас я посмотрю. Трескает там какой-то. Треск пишут? Ну, вроде уже пропал, то я убрал треск. Еще есть? Так. Панель управления трансляциями. может, не вот так как-то сесть. Да не, что, вот я слышно смотрю. Все пишут, треск небольшой. Может, не вот так как-то сесть. Да не, что, я слышно смотрю. Так, вроде треска никакого я не слышу, ребята. Я, может быть, чуть-чуть еще волю уменьшу. Можешь волю уменьшить? Так, меньше даже. Все, пишут со звуком норм, оставляй. Так, дорогие зрители, у нас, наверное, час времени. Мы стримим с телефона. Почему не в четверг? Мы пропустили 2 стрима и вот решили сегодня, вот у нас неожиданный порыв с Батразом возник. Давайте застримим, тем более темы интересные есть. И тут уже пишут «Райда уцай», ну. В качестве компенсации, так сказать. Да. Темы у нас заявлены, это Дегорские школы. Да. Да. И я думаю, на эту тему выскажется Батрас. Что ты Нет, думаешь? на самом деле, может, ты в 2 словах ее зачитаешь, о чем вообще речь? Сейчас я новое зачитаю тогда. Да, то есть я думаю, что это вполне себе позитивная школа. Школа. Новость. Новость, да. Многие как-то со скепсисом восприняли ее. Ну, зачитай пока. Так, определены школы в городе Владикавказ, с которых с сентября 2020 года может начаться преподавание астинского языка в дегорской литературной форме.
Детали в прилагаемом письме министра образования Башариной, там так-то, так-то. Ну, короче, в школах 13, 14, 29 и 6 будет преподавание осетинского языка на дегорской литературной форме. Я так понимаю, пока это в качестве эксперимента, да? Да. Единственное, что мне непонятно, это пока будут ли, допустим, ироноязычные дети, да, тоже учить дегорский. Мне вот этот момент непонятен. Но в целом такие опыты надо делать, это вот довольно положительная новость. Надо развивать как бы осетинский во всех его формах. И здесь нужно понимать то, что самый большой в мире дегорский город – это Владикавказ, то есть тупо место, где больше всего дегороязычных. Подожди, смотри, вот у нас сегодня целый день спор в чате с некоторыми людьми, которые утверждают, что нету установленной формы дегорского литературного. Установим? Не, подожди, знаешь, если, допустим, мы просто берем этот аргумент, если чего-то нету сейчас, то почему мы не можем это сделать, чтобы это было в будущем? То есть, само по себе наличие или не наличие чего-то в прошлом, это не есть аргумент за или против. Ну, я здесь хочу сразу отметить, что я не лингвист. Я здесь буду говорить как обыватель, да. Я сомневаюсь, на самом деле есть язык, на котором писал Блашко Гурджибеков, Георгий Малий. В конце концов, писание дегорского вполне себе мощное оставил Магомед Исаев, один из ведущих лингвистов советских, да. То есть не только в плане иронистики, а вообще в принципе. То есть он большой советский специалист в эсперанто и так далее. То есть здесь какой-то такой большой проблемы я не вижу, на самом деле, конкретно вот в этом аспекте. Но мне кажется, что за этим аргументом скрывается другой аргумент, более такой реальный. Это определенные страхи. Все мы знаем то, что там, наши недруги любят играть на этом поле. Там. Дегорского сепаратизма ты имеешь в виду? Вот этого, так сказать, внутриосетинского размежевания. Мы это прекрасно видели, да? Что есть некоторые соседские народы, которые любят на эту тему играть. И тут, в принципе, тоже мы можем понять эти, так сказать, опасения. Ну, сегодня вот буквально высказывалась мысль о том, что если дегорский получит статус языка, это будет та же история, что и на Украине, сепаратизм, Донбасс, и будет Дегорская Народная Республика. Ну, а с чего на Украине все началось? С того, что украинцы, ну как считается официально, да, украинская власть игнорировала языковые там проблемы населения Донбасса. И поэтому мы этого делать не должны. Почему какой-то там осетинский говор, какой-то осетинский диалект должен пропадать? На самом деле практически пропал волокомский говор, да, то есть это редко, когда сейчас где-то увидишь. Редко уже увидишь таких природных носителей чесанского. На самом деле осетинский язык, он теряет свое разнообразие и свою внутреннюю силу. И это очень плохо. И если, не дай бог, такое произойдет с дегорским, то осетинская нация от этого оскуднеет. Ну, то есть у тебя ты не видишь каких-то серьезных опасений по поводу того, что если дегорский вдруг получит статус языка и будет полноценно изучаться в школах? Нет, смотри, разделение язык и диалект, он не в области лингвистики, понимаешь? Это в области политики. Это в области политики. Если дегорцы считают себя отдельным народом, да, то, естественно, у них должен быть язык. Ну, такое будет утверждать, наверное, какой-то умалишенный дегорец. И такие мысли, это, естественно, это акт враждебности по отношению к осетинской нации, я считаю. Но в остальном, я вообще никакой проблемы не вижу. Ну вот сегодня наш с тобой друг Рома Хугаев, он приводил примеры... Хугати, да, прошу прощения. Он приводил примеры норвежского языка, где у них два официальных языка. Да, там у этих мордвин или у них тоже два языка. То есть в этом проблемы нет на самом деле. Нет, да, здесь проблемы нету. Ну, в норвежский там чуть-чуть другое. Норвежский, там букмол есть такой язык. Типа есть такой книжный, литературный, а есть массовый.
там один из них очищен от заимствований из шведского и датского, по-моему, а другой как бы более такой... Народный. Да. Но там интересная практика, там каждая школа, по-моему, там родительский комитет или коммуна, я вот точно не знаю, это надо проверить, они могут устраивать голосование, по-моему, каждые 4 или 5 лет по поводу того, какой конкретно язык будет преподаваться, какой конкретно из норвежских языков будет преподаваться в этой школе. Действительно, было бы неплохо, чтобы и у нас была такая практика, но мы просто финансово пока это не потянем. Но в будущем, конечно, к этому надо стремиться, чтобы хотя бы во Владикавказе в будущем можно было провести какой-то такой референдум, чтобы была такая практика на самом деле. Тут смотри, сразу приводят пример фламандский и валлонский языки в Нидерландах. Ну и что? Типа 2 официальных языка, никаких проблем. Подожди, это, по-моему, в Бельгии. Это, да, по-моему, это в Бельгии, а не в Нидерландах. Смотри, тут... Нет, это 2 разных народа, понимаете, Да. в чем разница? А дигурцы остины? В Дигурце это такие же остины, западные остины, как восточные остины, южные остины. Тут видишь, проблема в том, что почему Камболов, вот Тамерлан Камболов пытался внести такой термин «Сден Алонстон», или «Алон Ден», да? Потому что в астинском языке нету... это нормально. В этом нет какой-то большой тоже на самом деле проблемы. Астинский народ национальное самосознание получил довольно поздно. как все кавказские народы. Как все кавказские народы, даже пораньше некоторых других кавказских народов. Но позже, естественно, большинства европейских. В силу объективных причин в этом нет какой-то на самом деле большой проблемы. Можно на эту тему думать, но, так сказать, я не готов жертвовать дигорским диалектом ради такого единства астинского народа, единства такой ценой, понимаешь? Это очень неправильно. У меня, смотри... Мы должны сохранить осетинство во всем его многообразии. Мы, знаешь, как мы жалуемся на то, что, например, Грузия идет по примеру гомогенизации общества. Да, и в этом Россия идет большое подспорье было, кстати, именно советская власть, она фактически своим силовым ресурсом, она гомогенизировала Грузию и на самом деле пыталась сделать то же самое в Осетии. Да. Когда был запрещен в 30-х годах дигорский алфавит. Когда он был лишен статуса языка. Или когда в Южной Осетии был заменен алфавит на грузинский. Да, то же самое. То есть это все вот эти процессы. То есть, получается, империи пытаются гомогенизировать, внутри себя, и, знаешь, некоторые горячие головы предлагают тоже этот имперский подход, когда мы вместо того, чтобы сохранять все разнообразие осетинского, мы пытаемся гомогенизировать все это и теряем значительный пласт культуры осетинской. Это неправильный подход. Осетины довольно разнообразный народ, и в этом внутреннем разнообразии его сила. Гомогенизация, она всегда ведет к отсечению каких-то частей этого осетинства. Так, смотри, тут пишут, так у нас в школе было так, преподают на ирон диалекте, но урок отвечал, кто на чем говорил, стихи, пересказы и проблемы. Но согласись, это некорректный вариант. Смотри, я тебе могу сказать, какая у нас была практика. Это не относилось, правда, к дигорскому, в силу того, что дигорский все же посильнее отличается от иронских говоров. Но ты мог, в принципе, отвечать на каком тебе удобно. Если, допустим, южане были, то они отвечали так, как могли. Я отвечал. Хотя эта практика тоже была не всегда, потому что их переучивали. То есть раньше была, и до сих пор во многих местах я знаю, что есть практика того, что переучивают. Допустим, переучивают на так называемом литературном языке. Дело в том, что люди не совсем понимают, они думают, что литературный язык – это некий литературный суперстандарт. Да, отчасти оно так и бывает, но почему именно тагауро-куртатинский говор, почему именно он считается литературным? Я это могу объяснить спокойно, потому что на этих говорах разговаривали жители Владикавказа. В силу того, что Владикавказ тупо ближе, то есть остины спускались куда? Во Владикавказ. Если бы Владикавказ
был где-то, не знаю, на территории современной Дигоры, то литературным считался бы там Дигоринский, Дигорский, так называемый, где цоканье. Просто так получилось, случайно, это во многом случайно. И говор, соответственно, остин жителей Владикавказа стал восприниматься как языковой стандарт, уже в силу того, что там у них радио появилось и так далее, а потом и телевидение. И поэтому это стало стандартом. Но на самом деле все могло быть совсем иначе. Смотри, вот у меня такая мысль. Мы с тобой согласны в том, что дигорский там, диалект, язык, он должен быть сохранен, да, иначе это будет большая культурная потеря для нашего народа. Вот сейчас в нескольких школах вводятся экспериментальные уроки. Почему бы, учитывая, что, скажем, дигорцы очень быстро ассимилируются во Владикавказе, как и все остины. Да, к сожалению. Поскольку дигорцев в принципе меньше, этот процесс более. Почему бы людям, которые изначально не говорят на остинском языке, не изучать, например, дигорский, в качестве. Например, вот если бы мои дети разговаривали бы на дигорском, я был бы счастлив. Не знаю, по-моему, фонетически русскому ближе дигорский в силу того, что там меньше всяких вот этих гортанных смычковых звуков. И так далее. Не знаю, просто надо смотреть все из какого-то практического смысла. Просто я тебе скажу, что я вот недавно сидел за столом, и хейстером за столом сидел Джоев. Джоев, в смысле, вот Джоев, да, он говорил на дигорском. Это было великолепно. Бывает. Да, вот когда такие моменты, вот в такой момент я понимаю, что вот остинская нация, она формируется, вот близка к завершению формирования вот этого национального. Как правило, носителем того или иного говора, допустим, отец может быть кто угодно, но вот мать, да, она передает свой говор. Или же просто, мы же знаем, как во время событий 20-х годов, часть южан, она переселилась и дошла до Дигорского ущелья. Да. И они... там живут Габаряевы. Да, и они дигорцы. Сейчас, да. Какая проблема с этим? Точно так же, как Пухаевы внезапно стали южанами. Да, то же самое, как Пухаевы стали южанами. Да, так и есть. Я же говорю, остинская нация, она уже сформировалась. Но это не значит то, что мы должны жертвовать хоть какой-то частью своего собственного исторического или лингвистического наследия в пользу там каких-то целей. Поэтому нужно поддерживать остинский язык во всем его многообразии. На самом деле, я понимаю, если бы была проблема только в дигорском. Нет, в принципе с осетинским проблема. То есть, если осетинский пропадет и дигорский, и иронский, все пропадут, это вообще не будет какой-то проблемы. Мы должны поддерживать разнообразие. Вот мне тут товарищ сейчас прислал, ты пока тут говори, я сейчас найду его сообщение. Да, на стол положи телефон. Сейчас, подожди, надо найти просто. Вот наш товарищ из Испании, дигорец. На стол положи телефон, что ты мучаешься? Сейчас, подожди. Дигорец, а жена у него чесанка. Такое интересное сочетание. И он мне прислал сообщение, зная уже тему нашего обсуждения. Где она, ё-моё? Ща, секунду. Там какие-нибудь вопросы приходят? Да, они тут про звук пишут, что какой-то разрыв, не разрыв, но я уже ничего, ребята, не могу сделать. Если звук нормальный, скажите, потому что... Значит, он пишет, дигорец: «Мне без разницы, например, на каком диалекте будут говорить мои дети. Я думаю, что сегодня надо цепляться за малейшие продвижения в этом вопросе. Главное, чтобы обучали и прививали детям язык. Пусть хоть на каком диалекте это делают. Только делайте, популяризируйте его, хоть на каком наречии, не имеет значения. Сейчас не в том состоянии сам язык, чтобы находить между запятых повод для разногласий». Здесь можно только согласиться. Да? Но опять же, в принципе, мне тоже особой разницы нету, на каком осетинском, на каком на какой разновидности осетинского будут говорить мои дети. Лишь бы они говорили, это самое главное. Но это, опять же, не значит, что мы должны забывать о каких-то говорах. Допустим, моя мечта – это возродить Волокомский, да? Который вообще был таким звеном, на самом деле, очень ярким между двумя ветвями осетинского языка. Но он просто пропал. И это большое упущение. Тут задают вопрос: здравствуйте, осетины в Осетии знают остинский язык, изучая в школе? Вопрос. Турецкие осетины знают остинский язык от предыдущих поколений. Нам, остинам из Осетии, надо ехать в Турцию, чтобы изучать язык. Это на самом деле большой миф, что турецкие осетины лучше сохранили остинский язык. Дело в том, что они его хорошо знали, когда жили в селе.
Когда уже замкнутом обществе. Но точно так же, как и здесь, там происходит урбанизация. Они все переехали в Стамбул. Да, в Стамбул, в города переезжают, где они очень быстро утрачивают. В течение 1-2 поколений утрачивают. Вот здесь вот была Эмине Цорите, да? Она могла вот это сказать. То есть ее родители еще общаются на языке. Она, в силу того, что ей это интересно, она это выучила, но, по-моему, ее братья и сестры уже не владеют. Так, ну, в принципе, пока по этой теме вопросов нет. Я думаю, мы еще будем с тобой говорить про изучение Дегорского. Короче, мы всячески оправдываем и поддерживаем. Нет, это. Если, я же говорю, если это интересно, если есть вопросы по этому тему, я готов как бы свою позицию защищать в этом случае, потому что я знаю, что есть конкретно в этом очень тонком вопросе разночтения очень серьезные. Но опять же, большинство их возникает в силу незнания, большинство из них... Слушай, я когда написал пост про Малити, да, там тоже было очень много, во-первых, мне очень много дегорцев писали в личку, да, что они читали комментарии некоторых не особо умных людей. Ну, понимаешь, вопросы лингвистики – это как вопросы языка или футбола, в них очень много диванных специалистов. Ну, нет, смотри, я в лингвистике не специалист. Например, как я. Да. Я не специалист, я просто, есть здравый смысл. Например, если человек считает, что статус, диалект или язык как-то чему-то угрожает, то значит проблема не в статусе, проблема уже есть. Да. Понимаешь? Да. То есть, если кто-то боится, что вот статус формально что-то поменяет, то это уже проблема этого человека. Многие... Но есть какие-то фантомные странные страхи. Когда я напомнил про Малити, мне сказали: Алик, ну вот Малити, он был апологетом, чтобы Дегорский был языком, ты там его защищаешь. Я говорю, это был великий астинский просветитель. Я не помню такого, чтобы он был. Ну, как бы его, когда репрессировали... Сын, может, да, сын, да. А вот Георгий, вот за ним я такого не помню, но я, опять же, не большой специалист в его творчестве. Ну, как раз когда его репрессировали, да, объявили национал-большевиком, или буржуазным националистом. Да, сразу и дегорский алфавит был запрещен, статус дегорского языка был понижен. Ну, понимаешь, его-то не за язык его преследовали, а в силу того, что он разочаровался, так сказать, в политике, вышел из партии Кермен. И, он не то, что был в глухой оппозиции, какую-то оппозиционную деятельность, но просто он уже был нелоялен с точки зрения советской власти сталинского периода, и уже в силу этого был виноват. И уже в силу того, что он был виноват, вряд ли бы он выжил. Но если вы просто посмотрите его биографию, Малити, он просто, увидев, какой беспредел происходит, увидев эту кровь, эту жестокость, и то, что происходит с крестьянами, за которых он выступал, и от имени которых говорил, он как бы ушел из политики, ушел в горы, где его встретил в пастушьей шапке Васу Абаев как-то. Он говорит, скромно сидел на нахаше. Но опять же, тоталитарный режим, он как бы требует от тебя, в отличие от авторитарного, тоталитарный режим, он требует от тебя активной поддержки. Авторитарный режим, он от тебя, наоборот, требует пассивности. Да. А вот тоталитарный, он требует, чтобы ты активно его поддерживал. И так как Малиев был человек авторитетный и такую поддержку не оказывал, какую от него хотели, он был... Признан национальным большим. Он был уже приговорен в тот день, когда вышел из Кермена. Ну, по крайней мере, за сколько прошло, он вышел из Кермена в 23-м году. И, да, то есть 15 лет у него было на то, чтобы заниматься просветительством, издавать книги, создавать школы. Да, он школу строил. Да. И несмотря... В Мостиздахе, по-моему. Да, в Мостиздахе школу преподавал. И несмотря на всю его деятельность, какие-то кровожадные ублюдки решили... А кого позитивная деятельность спасала в сталинское время? Да никого, к сожалению. Это все мифы. Что делать, если в правобережном практикуются иронский и даже южные дегорские товарищи говорят на иронском, как в повседневной жизни, он им привычнее с самого детства? Я не знаю, я сам с правобережного района, понятное дело, что там он доминирующий говор. Мы сейчас говорим больше про Владикавказ. Да. А в зонах доминирования, в крайнем случае сейчас, пока
в зонах доминирования определенных говоров, наверное, имеет смысл на этих говорах. То есть в Чекале, в Дигоре по-дигорски, там в остальных районах по-иронски, и в Владикавказ тут уже надо смотреть, тут уже половина населения и надо более гибкую систему. Плюс в Моздоке там ситуация тоже такая, там и дигороязычные есть места компактные, и ироноязычные. Тут пишут такое ощущение, что вы замкнулись там в городе. Батрас, волокомский диалект абсолютно не утрачен, а прекрасно используется не только в селах Волокомского ущелья и на равнине. Смотри. Села Карман-Синдикау, Кора-Урздом до сих пор говорят именно на этом диалекте. Я ездил в Галят, общался. Но это опять же, это мизер. Это мизер. Сколько их там? Дай бог, вот таких, чтобы на Волокомском общались прям чисто, дай бог, несколько сотен осталось. Как правило, волокомцы, они или полностью на так сказать, на североиронский переходят, или полностью на дигорский. Причем это может быть в рамках одной фамилии, допустим, как Изеевы, те же самые Галяцкие. Это неотвратимо на самом деле, потому что там редкое население, сельское население, поэтому... Село всегда проигрывает городу. И если город Владикавказ тотально русскоязычный, то это как бы очень... не очень хорошая перспектива для нашего языка. Если Владикавказ в какой-то момент становится осетиноязычным городом, как Цхинвал, да, то сразу как бы формируется абсолютно другая среда. Да, но Цхинвал сейчас гораздо менее осетиноязычный, чем еще, наверное, лет 5 назад. Но это, опять же, другая тема другого разговора. Тут пишут, если бы вы сейчас разговаривали, каждый из нас на своем варианте осетинского языка, это было бы сохранение, возрождение языка, диалекта. Я хочу сразу рассказать. Наша задача, чтобы нас поняло, вот сейчас то, что мы делаем, наша задача, чтобы нас поняло максимальное количество человек. Если мы будем говорить по-осетински, то эта задача не будет решена в полной мере. То есть не с подкаста «Радиан» начинается сохранение и возрождение осетинского языка. Если бы большинство осетин разговаривало по-английски, и наша задача была бы, допустим, чтобы так сказать, слушатель был не российский, то мы говорили бы по-английски. То есть здесь, целеполагание такое, чтобы больше людей поняло. Смотри, Мурат, вот он сейчас тоже тут сидит, YouTube-канал Реханья, настоятельно рекомендую подписываться, наш брат из Кабардино-Балкарии. Вот он сделал подкаст на родном, на дыкском, и вот он сказал, ты знаешь, говорит, очень мало посмотрел этот. Я рассчитывал, что в диаспорах посмотрят этот подкаст, но этот подкаст набрал очень мало просмотров. Я, говорит, понял, что практически говорить, то я, говорит, буду делать адыгоязычный контент, безусловно, но практически он, на самом деле, это больше как маркер, нежели как добиться какого-то результата. Я понимаю, я о том же и говорю, то есть если мы это делаем, то мы отсекаем большое количество там людей. По поводу, если бы каждый говорил на своем варианте осетинского. Вот у меня бабушка, она из села Адзистав, Ленигорский район, Южная Осетия. Да. Соседка моя, тетя Нина, она дигорка, по-моему, чекалинская она, да. И вот, когда я помню, мы переехали вот в мой двор, это еще в лохматом 90-м году, то есть моя бабушка никогда в жизни не видела дигорцев. Наверное, бабушка Нина тоже никогда не видела ксанцев. Да. И они сели. И они стали разговаривать с друг другом, и у них не возникло никаких проблем абсолютно. Они все прекрасно друг друга понимали. И до сих пор. По моему опыту скажу, что вот этот миф о невзаимопонимании иронского и дигорского, он очень устойчивый, кстати. Это в большей степени миф. Во-первых, потому что, не знаю, чтобы иронец и дигорец не понял друг друга, это значит надо ему из каких-то таких мест, где он вообще не пересекался, скажем, какой-нибудь из суперсела где-то в Южной Осетии и из суперсела где-то в Горной Дигории, да, и вот они встретились, и вот друг друга не поняли, и то они на самом деле поймут там 70% сказанного. В крайнем случае, если скорость не будут набирать разговора, то они поймут. Как правило, у языка навык общения, он уже есть практически у всех осетин, вне зависимости от говора, то есть они спокойно друг друга понимают, хотя бы даже здесь, во Владикавказе. Но понятное дело, что дигорцы, южане, они есть по всей Осетии, от Моздока до Цхинвала, и такой какой-то большой проблемы нету. Уже в силу того, что движение населения есть, и это приводит к тому, что они умеют уже понимать хотя бы.
Ну, я думаю, на этом мы эту тему завершим и перейдем к той теме, которая вообще изначально нами с тобой, мы из-за чего хотели вообще стрим сегодня заснять, это folk history. Батрас на своем телеграм-канале сделал 4 текста. Первый – это про то, что Азик Азимов осетин. Второй – это, по-моему, то, что Сталина от душевной болезни лечили в Джерезуар. Не, ну это известная тема на самом деле. То есть это очень известная информация. То есть я не подтверждаю ее правдивость, да, но распространена. Да, есть несколько источников, которые говорят о том, что он… То есть это известная легенда, можно сказать. Хорошо. Третий текст – это про то, что родственник нашего главы Битарова, некий Аль-Битар, был… Да, Салахаддин Аль-Битар, он был конкурентом Хафиза Асада за борьбу за власть в Сирии. Да. И еще какой-то текст был, я не помню, какой-то тоже шуточный. Так, Азимов, Битаров, Сталин. Что-то еще было. Я сам уже забыл. Да, ну ладно. И в конце концов… Про Дэвида Гана. А там что было? О том, что он на третьей ости. Но это на самом деле это тоже не я придумал, это действительно информация из 2008 года. И я ее несколько раз встречал. То есть вы можете тупо загуглить Дэвид Ган, Остин, и выскочит из ЖЖ и всякие источники о том, что он когда-то высказал, что он на третьей ости. Естественно, это никак не подтверждается. Я вообще не знаю, откуда это взялось. Но ты прикололся. Да, но это опять же, по-моему, источник это вот этот сайт Евразия. Ага. А, собственно, евразийцы – это один из источников мифа вот, Сталин, Джер и вот это все. Ну, смотри, ты написал 4 предыдущих текста, пародия на новогодние застольные разговоры в Осетии, если кто не понял. Ну, да, действительно, очень многие поняли, сказали, ну что за бред. Не-не-не, в Инстаграме твои тексты разошлись. Многие поняли, но… Да, на самом деле, то есть я же тоже не от балды это все делал, то есть я там по датам старался, чтобы попадало. Знаешь, в чем прикол? Оно разошлось, я уверен, что оно еще вернется. И тебе еще будут доказывать, что это реальность, и ты не сможешь доказать, что это ты придумал это. Да, но это не столько даже для смеха было сделано, хотя и для смеха тоже это была действительно пародия. Просто здесь высмеивается такое вот это стремление искать какие-то капли остинских кровей в ком-то более-менее известном там, Андропов и так далее. Недавно какой-то актер какого-то сериала, я сейчас не помню, он там оказался на четверть осетин, эта новость была по всем пабликам. Ну, это вот идиотизм. Это комплекс малых, но гордых. При этом это комплекс очень унизительный. И очень фашистский на самом деле. Тут фашизм. Расизм даже, скажем так. Смотри, но ты это высмеиваешь. К сожалению, вот этот folk history, оно в Осетии имеет довольно большое распространение. Если буквально лет 10 назад… На Кавказе. Но если еще лет 10 назад мы могли немного постебывать folk history соседних народов, да, то у нас за последние 10 лет оно таким пышным цветом зацвело. Смотри, за 10 лет очень много людей пришло в интернет, где… так сказать, меньше вот этих преград для возникновения folk-history. Это, опять же, не только у нас, это везде. А другое дело, что именно историческая наука в Осетии, в Северной Осетии, на довольно высоком уровне для нашего региона, скажем так, именно академическая. В силу этого это нас в какой-то мере спасало, да, и мы могли где-то как-то сверху смотреть на всех. Сейчас это уже не так, наука все так же на высоком уровне, но в интернет попали массы. Массы давят количеством. И массы давят, да. Я хочу для вас, дорогие зрители, рассказать одну историю. Назовем историком этого человека, да, но это человек профессионал. Вот, он зашел в Facebook и написал какой-то комментарий какой-то новости. Ты помнишь эту историю? Да. Я даже могу сказать, что он конкретно сказал. Ну вот ты-то скажи. Суть была в чем? Обсуждался какой-то вопрос, связанный с грузино-остинским конфликтом и с феноменом оскопил, то есть остин, которые были ассимилированы грузинами, так называемые бывшие осетины.
И в качестве объяснения, одного из объяснений этого феномена, он просто привел общеизвестную информацию о том, что грузинская культура, Закавказье имеется в виду, да, грузинская культура, она была городская, а осетинская это была сельская культура. И в силу этого уже менее престижная. И поэтому переезд там в город уже для осетина становился всего лишь этапом на пути трансформации в грузина. В силу того, что у грузин есть письменная культура, городская культура, более развитая экономика, вплоть до более развитой кухни. Поэтому вот это противоречие между городской и сельской культурой, оно как бы было предпосылкой, одной из, точнее, предпосылок для ассимиляции осетин в Грузии. Ну, точно так же сейчас, допустим, в больших российских городах осетины ассимилируются русскими. Он просто вот это сказал, и на него шквал негодования вылился, и он внизу так и написал, что сколько раз я зарекался не писать что-то в соцсетях, столько, типа, это вот точно, говорит, последний, говорит, раз, когда, говорит, я что-то, говорит, написал. И все, его в Фейсбуке больше не было. Да, его в Фейсбуке, к сожалению, больше не было, хотя это умнейший действительно человек. Ну, вот этот пример, как бы, он, и я сам часто сталкиваюсь, что довольно люди агрессивно пытаются отстаивать какие-то, несусветицы. Понимаешь, люди старшего поколения, они относятся к интернету слишком серьезно и к тому, что написано там. Слишком серьезно. И при этом, с одной стороны, они относятся слишком серьезно к тому, что написано, но они считают, что это вот, понимаешь, как разговор за кухонным столом, это интернет. При этом все это видят, то, что они пишут. Это, я думаю, с годами пройдет. Когда появится культура общения в интернете, я думаю, это пройдет. Допустим, сейчас в целом в России это уже, как сказать, проходит. Но пока, так как массовый интернет у нас появился совсем недавно, там, в году 12-13. Да, когда, я помню, по УМТС тариф был какой-то резко снизился с огромным количеством интернета. Максимум, по-моему, назывался. Да. Вот, и тогда появился массовый интернет в Осетии, и много людей пришло в него. А сейчас это происходит... Кстати, вот недавно где-то была информация о том, что наиболее массовый рост пользователей в России в этом году пришелся на счет пенсионеров. Да, кстати, да, сегодня было. И это будет продолжаться, на самом деле. Интернетизация, она будет нарастать. Ну, к сожалению, у нас есть некий миф о том, что люди старшего поколения ведут более корректно дискуссии, чем молодежь. Это вообще неправда. Вот надо понять, что вот мы не понимаем одну тему. Сейчас кому 60 лет, они застали распад Советского Союза в 30-е годы. Им было 30 лет, точнее. Им было 30 лет, когда Советский Союз распадался. Они были молодыми. И вот, пожалуйста, возьмите фотографии ближайших родственников 80-х, 85-х годов, где они в штанах клеш с такими огромными прическами, пышными усами. А сегодня они тебе говорят, сбери бороду, да? Да, понимаешь, надо понять, что люди хиповали. Они были такими же подростками, и среди них, к сожалению, тоже довольно людей... к сожалению, большинство не умеет корректно себя вести. Я думаю, и мы через 30 лет в какие-то реалии того времени, той эпохи, мы тоже будем не владеть, не понимать. Это ни в коем случае не отменяет необходимость корректного общения. Да, опять же, люди сначала вошли в интернет и только потом знакомятся с культурой общения в интернете. Она пока еще толком не сформирована нигде. Нигде нет какого-то единых правил этикета. Хотя стараются, на самом деле. Есть в Телеграме такая группа, называется «Цифровой этикет», по-моему, она так и называется, которая конкретно посвящена вот этому вопросу. Общение в интернете и то, как это сделать корректным, как правило письма оформлять и так далее. Проблема корректности, она, к сожалению, не решена, и проблема вот этого давления людей, которые занимаются псевдоисторией, и которые вот это всякие Аланы, Арктагеи, Космаарии и прочие, понимаешь, они на самом деле... То, что называется термином скифовато. Скифовато, да. Эти люди, они наносят большой ущерб, в принципе, понимаешь, со стороны это выглядит как некий идиотизм уже. И уже за этим пластом псевдоистории реальная история бывает не видна абсолютно. Вдвойне опасно то, что все эти псевдоисторические теории,
Мы же могли бы просто не обращать на них внимания, как нам говорят. Не обращайте внимания. Да. Да, это было бы хорошо. Но если бы там тысячи людей, для них это не имело значения. Помнишь же этот митинг, был какой-то митинг, который был по какой-то исторической теме, да, стихийно собран, там, по-моему, Ингушетия, типа, кто-то вбросил вот эту информацию. А что Ингушетия переименовывается Да. в Аланию, и в Осетии люди решили выйти и запретить Ингушетии переименовываться в Аланию. Да, то есть, это уже как бы странная вещь, да. И на самом деле, если на этом играть, то есть грамотные люди на этом могут играть и там, провоцировать конфликты. То есть мы не можем просто закрыть глаза и делать вид, Нет, что смотри, этого нет. вот как один мой товарищ сказал, Али, говорит, вот русский народ, там 120 миллионов, да, русских, или 110 миллионов, я не помню. По всему миру? Да. 140 вроде. Ну или 140 миллионный русский народ. Вот 140 миллионный русский народ может не заметить вот, всяких, знаешь, вот этих космических славян, назовем их так, да, которые там одевают прикольные пояски, там уходят в лес и гонят чушь, распространяют какие-то книги Сварога и прочее, да. Для русского народа это как бы несущественная доля, они это не заметят. А вот для маленьких народов, да, появление, то есть мыслевирус в маленьких народах может очень быстро распространяться и уже нести угрозу какой-то адекватности. Да, так есть. К сожалению, вот так. И поэтому я вас прошу, дорогие зрители, я надеюсь, что у нас среди наших зрителей люди адекватные, для которых вопрос того, что, например, богаче грузинская кухня или остинская, не будет как-то болезненным, да, таким образом. Мы должны, вот в вопросе кухни, на самом деле, просто сегодня я изучал с админом Радиан Культуры этот вопрос. Грузинская кухня, она богаче остинской. Но вы должны понимать то, что культура – это очень взаимопроникаемая область. Потому что грузинская кухня – это разновидность персидской. Точно так же, как львиная часть современной остинской кухни – это разновидность грузинской. Допустим, в осетинскую кухню, причем давно, еще в советское время, вошел плов, по-остински плав. И теперь это обрядовое блюдо. Теперь его на похоронах в основном едят. Но я так понимаю, это связано все же с традицией, с христианством это связано, рис там вот едят. Я просто помню раньше, когда я был совсем маленький, не плов ели, а там просто рис бывал. У некоторых там с какими-то связанными похоронными обрядами. Сейчас его заменил фактически плов, потому что его можно сделать в казане большой, накормить многих людей, он сытный и так далее. Но мы же не будем как бы отказываться от этого, да. И мы не будем отказываться от картофчина только потому, что его начинка сделана из корнеплода, да, это же корнеплод, который к нам пришел от индейцев Северной Америки, да. Мы же не будем отказываться от картофчина, мы же не будем отказываться от абушкаджина, потому что с капустой осетины познакомились от терских казаков, да. Поэтому она называется кабушкаджин, потому что казаки называли его не капустой, а капустка. Угу. Капустка, да. Капустка они его называли. И, то есть там много всего. Это очень Я, по-моему, на каком-то стриме говорил, что если вы хотите увидеть, допустим, аутентичную арабскую кухню без всяких влияний персов, персов и османов, есть в мире только одна, наверное, страна. Это марокканская кухня, просто османы особо туда не дошли. Вот и там аутентично. А все остальное, что вы считаете арабское, это на самом деле Слушай, это же мир, здесь все взаимопроникновенно. Половина грузинской кухни – это персидская кухня или армянская. Да, но это сейчас, если ты будешь пытаться объяснить грузину, что это не его кухня, он на тебя как на дебила будет смотреть. Помнишь, это высмеивается в фильме «Мимино», когда они спорят насчет долмы. Чья долма, да. То есть... наверное, по фолк-хистори... Может, какие-то вопросы есть? Нет, тут пишут, что женщины 40+ правят Россией, они ходят на выборы, они воспитывают себе подобных, они же менее образованы, с ними надо разговаривать, что что-то изменится, создать для них подкаст. Почему женщины 40+? Что за мужской шовинизм? Нет, есть на самом деле такая тема о том, что происходит феминизация российского общества в силу того, что там в основном женщины в России занимаются воспитанием детей, бабушки, матери и так далее, а мужчины там работают. Есть такой
в крайнем случае миф. И действительно, ну, как явление это есть, если там смотреть российские города, как правило, именно вопросы формирования личности, они в основном ложатся на женские плечи. И не только дома, но и в школе. То есть ребенок приходит в школу, и 99% его учителей – это женщины. Да. И уже в силу этого, по этой теории, вкладываются в мужское воспитание определенные женские, так сказать, женские черты. Ну, это нужен хороший социальный психолог, чтобы на эту тему адекватно говорить, но действительно есть такая теория. И действительно, женщин в России больше, чем мужчин. И естественно, для любого общества это бесследно не проходит. Я сейчас не говорю, это хорошо или плохо, я просто говорю как факт. Если там в обществе много стариков, то это общество будет там довольно консервативно. Если в ней много молодежи, то общество будет бурлить. Если в ней много женщин, то там будут тоже свои какие-то приколы. Если будет много мужчин, то будет у них проблема искать себе женщин. Китай, да, в Китае. Ну, зачем? Как вот первые римляне, у них была вот эта проблема. У них было много мужчин, в силу того, что в основном мужчины приходили, были первыми горожанами Рима. И первые римляне вели войны с соседними племенами за женщин. Есть даже такая легенда о сабинянах. То есть наберите «Римляне, сабиняне», и там довольно много интересного прочитайте. Ну, римляне украли женщин, потом успешно помирились с соседним племенем, и соседнее племя получило тоже статус римских граждан, правильно? Да. Вот. В Китае похищают женщин, тоже есть такая проблема. Есть. В Китае очень большая гомосексуальная группа людей, такие вынужденные гомосексуалисты, которые не смогли себе найти в пару, и вот таким образом латентный гомосексуалист с ним компенсирует, так сказать, фрустрирует. Да, их там около... Фрустрация на фоне депривации. Да, их там около 26 миллионов, по-моему, была последняя, огромная цифра, но это непривычное для Запада гей-сообщество. Среднеевропейская страна. Да, но это непривычное для Запада гей-сообщество, да, там вот такие... Нет, это обычные китайцы, они ходят, они вот никак не выделяются, просто живут с мужчинами, но как только будет возможность найти себе жену, найти или выхватить, или украсть, эта проблема решается, он выпадает из этого гей-сообщества, как-то там вот такой феномен. Скажем так, тут пишут, меня не смущает остинская кухня, она такая, и в этом ее прелесть, действительно где-то разнообразие. Осетины в горах решали задачи выживания, им не было ни до разнообразия кухни. В горах очень суровая жизнь, поэтому, в принципе, кухня не могла быть разнообразной. Там мясо, чурек, сыворотка, сыр. Это вот. Ты знаешь, на самом деле, я как-то мы в доме, у нас там был какой-то праздник, и там делали чакапули. То есть вино, мясо, сливы, такое грузинское блюдо, очень популярно на юге Осетии. Какие-то южанские приколы. Да. И у нас был гость, он был квайсинский, и он целый день ходил и возмущался, типа, вы портите мясо, что вы с ним делаете? Просто сварите его, давайте его покушаем. У человека даже боль была в сердце, вы мясо портите. В этнокультурном смысле именно кударцы, я имею в виду аутентичные кударцы, квайсинцы Кударского ущелья, да. Они в культурном смысле ближе к северянам. Там даже пьют араку, а не вино. Вино, да. Я тебе скажу другой момент, что, например, настолько все плохо, да? Мне, например, тоже я не люблю эти сложные блюда, вот эти рулеты мясо в мясо, долма мне не нравится, вот это все завернутое, перевернутое. Нет. Самый большой кайф я испытываю от того, когда ем чуреки с сыром, с луком, когда есть мясо сваренное, но вчера сваренное, холодное. Кодорфох, да? Да. Вот зелень. Я, например, не признаю стола, вот стол, да, если на нем нет просто зелени. Петрушка, кинза, вот что-то, просто чтобы я это мог поесть. И мне это гораздо больше нравится, чем какая-то сложная кухня. При всем том, что в моей семье довольно популярна грузинская кухня, да, честно, не воспринимаю ее, как-то не очень мне нравится. Я люблю лоби, но... лоби это иранское блюдо. Лоби, да. Опять же, это персидское, да. Да, и не могу...
Вполне это по всему миру распространенное блюдо, это довольно энергетичное, энергетически насыщенное блюдо, его ели по всему, где росло. Да, и на самом деле в Грузии очень много едет, то есть, допустим, каким-то вегетарианцам там в Грузии очень легко, когда они там на гастрономический туризм едут, потому что там очень много зелени, очень много вкусных блюд, не связанных с мясом. Сейчас во Владикавказе стали популярны шаурма с фалафелем, тоже веганская шаурма, очень популярно, пользуется не только у веганов, но пользуется популярностью. Я вообще бы на самом деле, как говорит наш друг по кличке Князь, в свои молодые годы я сидел со своими братушками-дагестанцами в веганском кафе «Джаганат» и рассуждал. Да, знаю это место. Да, «Джаганат» – это популярное место. Да. Я не могу в «Джаганат» заходить, потому что мне вот этот запах вот этих блюд, он меня убивает, мне плохо становится. Но я в Москве был в нескольких веганских кафе, не веганских, вегетарианских, прошу меня. И мне понравилось. Я бы, например, хотел бы, чтобы в Осетии такое открылось. В принципе, это людям есть такая версия, что людям после 40 лет активно есть мясо не стоит. То есть им говорят... Есть даже мясные диеты. Кстати, на мясной диете сидит. Как это канадского этого звали? Питерсон. Тут пишут, Джаганат Фред Битанти расписывал. Я вам скажу, мы можем сколько угодно там потешаться или смеяться над Фредом, я это не поддерживаю ни в коем случае, да, но его картины мне реально нравятся. И я думаю, что когда-то они будут стоить очень дорого. У человека, на мой взгляд, на мой дилетантский взгляд, безусловно, есть какой-то талант, свое видение. Ему, наверное, стоило бы доучиться в художественной школе, это был бы безусловный талант. Но это все интересно. Честно, у меня страница Фреда, она в закладках. Я с кайфом смотрю, когда он вот эти нарты с инопланетянами за одним столом. Это же офигенно, это сюжет, понимаешь? Это необычно, понимаешь? Это не очередной там батраз нарт, который там с мечом что-то. С инопланетянами сидит, хуй делают, да. Кроссовер такой, да? Да, вот тут пишут, Фред мощный, и я это полностью поддерживаю, да. Тем более, насколько я знаю, Фред довольно неагрессивный. Кстати, в своих видео он часто обращается к братьям-войнахам, да, от чего набегают братья-войнахи, и там бывает истерика в комментариях, но он всегда он пытается сформулировать свои мысли очень корректно. Да, да, я не видел со его стороны никаких оскорблений, он был очень корректен, поэтому, пусть дальше занимается своим творчеством, по крайней мере, мне интересно за этим наблюдать. Так, ребята, мы уже стримим без малого, без 8 минут час. Я думаю, мы уже будем завершать, или еще мы какие-то темы хотим обсудить. Если у вас есть какие-то вопросы, давайте напишите. Сколько там человек у нас вообще? 31 человек. Но я думаю, это связано с тем, что мы не в четверг выходим. Конечно. Да. В четверг у нас обязательно тоже будет стрим. Просто мы решили компенсировать, с Батразом решили поговорить и решили сделать стрим на телефон. Есть свои плюсы, задержка минимальная, есть свои минусы. Тоже определенные проблемы с настройкой. Качество изображения тоже. Качество изображения хорошее, отличное. Вот. Спрашивает Алик по мусору, когда будет стрим. Честно, Алан, мне сложно что-то сказать по мусору, потому что вокруг мусора абсолютно непонятная ситуация. Сейчас идет борьба, кто будет мусорным регоператором в Осетии. Это довольно... Многие думают, что это очень денежная история, но тут тоже большой вопрос, как бороться с огромными неплатежами. 50% неплатежей. Люди не хотят платить за мусор, они не понимают, почему они должны платить по завышенным тарифам за вывоз мусора, когда вот совсем недавно это было дешевле. При этом люди бы были, может быть, готовы платить за мусор больше, если бы они видели какие-то мусоросортировочные заводы, какие-то площадки, но, к сожалению, этого они пока не видят. Ты показывал один раз какой-то сортировочный завод, где-то под Владикавказом, насколько я помню. И на самом деле большая проблема в том, что люди в принципе видят, что город неухоженный, город загаженный. Я сейчас говорю за Владикавказ и Беслан, но я уверен, что в других городах не сильно отличается ситуация. Поэтому они вообще в принципе считают, что раз коммунальные службы не справляются с своими задачами, почему мы должны за это платить? Большая проблема.
Вообще, людей заставить платить в современных условиях очень тяжело, потому что они знают, что есть какие-то другие люди, они там смотрят Навального и так далее, которые вообще ни за что не платят, считай. Есть люди, которые не то что не платят, они выручку не возвращают в Россию, они там агрегируют. Извините, у нас есть компания УГМК, которая владела электроцинком. Можете зайти на ведомости и прочитать. Она официально управляется с несколькими офшорами из Кипра, и вся основная прибыль выводится туда. Почему просто... Это проблема социалистов и коммунистов в том, что они думают, что вот мы сейчас повысим налоги, все будут платить. А платить налоги будут, скорее всего, бедное население, потому что с бедного населения... Социалисты говорят, надо повысить налоги? Естественно. Это какие же? Социалисты всегда требуют повышения налогов. Слушай, во Франции социалисты разве не требуют? В европейском смысле? Нет, да. Нет. Даже в европейском, по-моему, там основным... На самом деле социалистов и коммунистов налоги в меньшей степени волнуют. Так всегда было. Социализм это не столько про налоги, сколько там про средства производства. Слушай, последние 30-40 лет мы можем наблюдать, как налоги во Франции повышались, когда у власти были социалисты. И сейчас основной тренд среди социалистов – это повышение налогов, таким образом перераспределение богатства. Понимаешь, они это называют повышение уровня социальных расходов. Слушай, как ты социальные расходы будешь повышать без повышения налогов? В итоге богатые ничего не платят, потому что у них есть хорошие адвокаты, извини меня, мир глобальный, можно выводить. Или, допустим, они уезжают, как это сделал Депардье. Сначала, по-моему, в Россию он уехал, потом еще куда-то уехал. Да, много миллиардеров. Это же на самом деле он от налогов уходил, потому что там были высокие налоги во Франции. В то время, в крайнем случае, сейчас не знаю, особо не слежу за этой темой, но Депардье, он уехал поэтому. Несколько миллиардеров еще французских граждан, они тоже заявили о том, что они будут менять гражданство. Правда, несколько потом раскаялись в своих словах, они извинились, поскольку был очень дикий хейт со стороны французского населения. Вы как крысы бежите с Франции. Количество богатых людей, которые были резидентами Франции, существенно сократилось. У нас этого не будет в силу того, что у нас уже все на кипрских счетах, поэтому... Не, вот это не про Осетию, нас все в квартирах. В России, я про Россию говорю. А в Осетию, да, это все в квартирах, там, допустим, по 5 квартир на одном этаже принадлежит одному человеку, это типичная история. И потом вы видите вот эти высотки по всему Владикавказу, которые пустые. Да, кстати, по высоткам, интересная тема, я спрашиваю, там квартиры куплены, да, но там никто не живет. Люди покупают по 7-8 квартир сразу. То есть у нас в Осетии происходит колоссальное расслоение, имущественное расслоение. Есть там небольшая группа людей, там 1-2 тысячи людей, которые имеют 90% всех денег. И 90, и остальные, у которых остальные 10% всех средств. То есть мы те самые 99%. Нам нужна своя тройка диалог, да, которая будет учить людей нормально выводить деньги в офшоры для того, чтобы цены на квартиры в Владикавказе наконец упали. Я думаю, что нам нужна нормальная антикоррупционная деятельность, чтобы люди, которые копят эти деньги, просто... Знаешь, как у нас говорят, вот пришел ваш капитализм, да, и все плохо стало. Проблема в том, что капитализмом в России никогда не пахло, и все это просто не меритократия, а плутократия, понимаешь? Да, и едет там на 1 мая, там, значит, на джипе западном, портрет Сталина. Да, пробег коммунистов, там были такие машины, что я чуть не ошалел. Я думал, в 1937 году вас бы первых бы завалили, понимаешь? Да. Под аплодисменты, кстати, ваших избирателей. Так, тут пишут, я в Тбилиси по-русски, я, например, из Тбилиси по-русски хорошо не знаю, а по-остински знаю. Такие, как я, за границей и много смотрят. Отлично. Это великолепно, но, к сожалению, большинство все-таки говорят на русском. Большинство остин русскоязычные. Да. Да что за тема? Никогда не понимал, население в городе уменьшается, а дома все строят и строят. Для кого? Об этом же разговор. Да, что конкретно есть небольшая... Я бы тоже не сказал, что население в городе уменьшается. Последние несколько лет оно уменьшалось, но надо понимать, что люди, которые уехали в Москву, у многих из них здесь квартиры до сих пор. Я думаю, это проблемы подсчетов, если честно. Я, допустим, основное время провожу в Владикавказе, но здесь не прописан.
Ну да, кстати, многие со многих районов Осетии приезжают, но Да, они здесь то не есть- прописаны, поэтому... Хотя могут проводить 100% времени здесь. Да. Это опять же, как вот с Москвой, там тоже есть проблема с подсчетом населения, там от 8 до 20, короче, такой разброс, потому что никто не может сосчитать. Или как с Южной Осетией, тоже живут на 2 дома. Да, кстати. Но в Южной Осетии по официальной статистике вроде 52 или 54 тысячи населения. Но опять же... Ну, нет, там был подомовой опрос, короче, но это, по-моему, все как-то неправильно считают, нужно по другим каким-то критериям смотреть. Нужно, кстати, как-нибудь об этом поговорить или там пригласить кого-нибудь Да, с кем-то было интересно говорить про демографию. социолога, Осетии. да, ну, как это лучше было бы посчитать, но то, что по факту люди живут на 2 дома, а то и на 3 дома, я знаю такие случаи, и сосчитать это как-то очень тяжело. Так, я еще что хочу сказать напоследок. Я сегодня опубликовал видео про дом на улице Миллера и Некрасова, и я написал, что дом принадлежит Топа Чермоеву, да, или Абдулмежиду Чермоеву. Меня сегодня Михаил Ткаченко поправил. Оказывается, данные в архивах не совсем верные, и мы, наверное, про этот дом будем чуть позже отдельное видео снимать. Возьму на заметку пример вот опять Мурата из блога Риханья, который сделал серию видео «Старый Нальчик», где на видео рассказывает там о старых домах, о старых особняках. Наверное, нам тоже стоит так же сделать. Извиняюсь, я вот подумал насчет подсчета населения. Наверное, в Южной Осетии лучше было бы считать там, сколько детей в школах, сколько там пенсий получают, то есть через бюджет как-то, через бюджетную часть зайти туда, и это дало бы более реальную картину количества населения, чем опросы и переписи. Тут пишут: добрый вечер, сделайте подкаст про архитектуру города, если не делали, это было бы интересно. Ну, наверное, это... Вот, кстати... Я бы хотел сначала не про архитектуру сделать, а про историю города, и с Михаилом Ткаченко, я напишу ему, я надеюсь, он согласится, потому что это будет... Мы вот сегодня рассуждали о Михаиле Ткаченко, и мы пришли к выводу, что вот этому человеку надо отдать какое-то место большое, да, чтобы он сделал музей Владикавказа. Поскольку сколько у него в его блоге можно найти исторических справок по Владикавказу, каких-то нюансов, которые больше нигде не найдете. Этот человек ведет колоссальную деятельность. Да, отличный блог. Отлично. Это один из самых интересных блогов в Осетии, Old Владикавказ, там я там проводил просто уйму времени, и поэтому, ну, я не знаю, Михаил Ткаченко, короче, большой респект Михаилу, если он вдруг нас смотрит, потому что, ну, человек ведет колоссальную деятельность, и мы надеемся, он продолжит это все делать. И я постараюсь его позвать на стрим и с ним поговорить. Про архитектуру города, я думаю, с кем-то, ну, это уже надо с кем-то профессиональными архитекторами поговорить. Может, тоже. Бугуловым. Да, кстати, Заурбек Бугулов, с ним вот у меня вышло небольшое видео на канале, чуть позже будет лекторий на крыльях с ним, а потом, наверное, я позову его к себе на стрим. И если действительно есть люди, вот может среди наших подписчиков или друзей наших подписчиков, которые могут квалифицированно на эту тему говорить, которые там являются археологами, там, дизайнерами, урбанистами, связывайтесь с нами. Ну, постараемся по мере работать, наших сил, да, работать. Так, ну тут написали: хочу жить при Каддафи, у него все получилось и себе, и людям. Нет, это миф. Да, хотите быть расстрелянными, живите при Каддафи. Спасибо, нам этого не надо. Это я знаю, откуда эта тема пошла. Это, да, слушай, это по всей России топили тему, что при Каддафи были все офигенно. Да. Нет. Но при этом случилась как бы революция, его свои же собственные там граждане. Люди тупые, вот тиран все понимал, да. Подумаешь, он студентов там повесил за то, что они там что-то выступали против. Ладно. Каддафи, кстати, я вам очень советую прочитать его так называемую «Зеленую книгу». Это Джамахирия? Да, это теоретическое обоснование для так называемого третьего пути. Это же была, Ливия же была не республикой, она была Джамахирией, это типа совсем новый строй. Прочитайте, как бы поймете, что уровень не очень высокий, так сказать. Как я то ли в книге, то ли где-то кто-то сказал, сейчас не вспомню, когда японский император увидел голландский флагман, он понял, что есть два пути, европейский и неправильный, и мы, японцы, шли по неправильному, и вот тогда началась реорганизация Японии. Это Сослан сказал. Да, это наш товарищ Сослан сказал. Ну, думаю, на этом мы завершим наш такой неожиданный стрим. Спасибо, что были с нами.
Пишите нам, пишите вот под этим видео, потом пишите комментарии, может к четвергу мы придумаем что-то интересное, подсказывайте нам темы, мы всегда рады. Да, спасибо. Всего хорошего. Сейчас.